Что вообще происходит с ценами на топливо? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, когда уже наконец-то эта ситуация урегулируется. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних событий. Быстро меняющиеся условия в мире и обострение мирового экономического кризиса негативно отразились на экономиках всех стран планеты и привели к росту цен на все виды товаров. Стоимость автомобильного топлива на автозаправках столицы Таджикистана впервые снизились после неуклонного роста с июня этого года. С начала текущей недели розничная стоимость бензина 92-го в Душанбе снизилась на 2,7%, дизельного топлива на 2,6%, а сжиженного газа на 4%. В настоящее время 1 литр бензина на заправках стоит 11 сомани, дизельного топлива 11,20 сомани и сжиженного газа 7,20 сомани. Неделю назад цена бензина на стеллах заправок указывалась в 11,30 сомани, дизельного топлива 11,50 сомани, сжиженного газа 7,50 сомани. Как вы относитесь к такому снижению цены? Как вы думаете, они потом не скакнут резко вверх? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В будущем году цены на топливные материалы выросли. Причина повышения цен на нефтепродукты на мировом рынке и на нефтеперерабатывающих заводах. Так, с января по настоящее время цены на дизельное топливо и бензин выросли в сравнении с заводской стоимостью с 55 до 70%, а на мировом рынке повышение цены на нефть составило с $51 до $84, что повлияло на рост цены до 62%. В начале текущей декады в антимонопольной службе сказали, что с началом второй половины ноября цены на ГСМ в республике стабилизируются и существует даже вероятность определенного снижения стоимости горючего. Свои оптимистические прогнозы в службе тогда объяснили тем, что цены на ГСМ в зимний период обычно замораживаются или даже снижаются из-за сокращения спроса на них. Растут они, как правило, весной и осенью, сказали в ведомстве. Дело в том, что весной и осенью спрос на ГСМ повышается из-за активизации сельскохозяйственных работ и, соответственно, растут цены. Отметим, что тенденция роста цен на ГСМ наблюдается с начала этого года. Подорожание автомобильного топлива ускорилось с марта, и такая тенденция продолжалась почти до конца апреля. Но в мае ситуация на рынке стабилизировалась, и цены даже немножко снизились. Новый поток роста цен на ГСМ начался с июня и продолжился до конца прошлой недели. Судя по прогнозам, следующего повышения и резкого повышения цен стоит ожидать с приходом весны. А как вам такая периодичность? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!